вопросы. Уважаемые телезрители, радиослушатели, в эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким, со мной также мои коллеги Михаил Эверстов и Мария Новгородова. Сегодня, 22 ноября, психологи отмечают свой профессиональный праздник. День учрежден постановлением правительства Российской Федерации от 10 октября 2023 года. Дату 22 ноября выбрали в честь первого съезда Российского психологического общества, крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране. Сегодня в студию мы пригласили целителей душ. О профессии психолога, с какими трудностями сталкиваются специалисты этой непростой сферы и какие качества необходимы людям, избравшим эту деятельность, как сохранить собственное душевное равновесие и при этом помочь другим справиться с жизненными невзгодами и многом другом, мы поговорим сегодня с нашими гостями. Петухова Оксана Петровна, семейный психолог. Здравствуйте. 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 И Антонина Николаевна Андросова, семейный и кризисный психолог, руководитель психологического центра «Пси-сфера». Здравствуйте. Очень рада приветствовать у нас в студии. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Ну и, конечно же, начнем издалека. Я хотела бы узнать вот немного об истории становления профессии психолога. Сразу можно начинать с того, что психология – это очень молодая наука. Она зародилась совсем недавно. Как наука, ученые признают, что она стала всего-то середины 19-го, наверное. 20-го. Нет, 20 века. Поэтому это очень юная, можно сказать, наука, психология. Даже утвержден, наш день, получается, официально только год назад. Да, вот в 23-м году. Да, и получается, первые вузы в стране, они открывались, мы вот сегодня тоже посмотрели, обычно мы каждый раз вспоминаем, так как мы практику уже. Так все делают. Да, где-то около 60-х годах. И это было не практическая наука, так как это было больше как экспериментальное. А если вспомнить нашу республику, то вообще движение, в психологии, вот наши коллеги начинали где-то только около 2000-х годах. Это стекло почему? Вообще первая лаборатория такая научная начинается где-то с середины 19 века. Был такой ученый, и официально, можно сказать, начинается даже с такого времени. А вот как практическая психология, она, скорее всего, стала популяризироваться где-то с середины 20 века. Вот я вас не зря назвала целителями душ, потому что о душах еще писал наш, не наш, древнегреческий философ Аристотель. Помните, это был? Да, он этот трактат о душах. Да. То есть, психология, она начинает начинает свое существование, так скажем, грубо, с философских наук. И только, как мы сказали, в 60-х годах только начали институт открываться в стране, в Москве и в Питере, получается. И в целом то, что допустим, в марте 2023 года я как-то прочитала, я еще помню когда прочитала статью, что психологам лет 10 назад было посещений меньше. Сейчас уже в современном мире, как вы можете оценить эту ситуацию? И мне кажется, сейчас есть психологи, которые уже профессионалы, действительно обучились этой профессии, а есть соцсети. Куда не открой, что не открой, какую страницу не открой, везде психологи. Вот как мне, человеку, понять, к кому мне пойти, чтобы излить в конце-то концов душу, чтобы вы мне помогли в какой-то моей жизненной ситуации решить вопрос, как во всей этой феерии разобраться, к кому мне идти. Психология в любом случае это наука, а психология в любом случае имеет свою базу теоретическую, и поэтому в первую очередь психолог – это человек, который имеет академическое образование, базовое образование.
Вот. А у тех, кто, допустим, в соцсетях, да, у них у всех там корочки там на 3 месяца или еще что, какие-то дипломы непонятные. Такое, да. Ну, к ним обращаются же люди. Да, вот то, что вы сказали, действительно, 10 лет назад обращаемости вообще было очень мало. Да, в основном мы тоже работали в бюджете. Конечно, там были в основном семьи или люди, которые действительно уже встречают какие-то кризисные ситуации в своей жизни. Да? А сейчас немного иначе. Да? Вот то, что вот действительно открываем мы соцсети, там очень много специалистов, да, выбора. Да. И получается, это тоже хорошо, что есть людям это интересно. Да, психология, само собой, интересна. Но то, что действительно, вот то, что второй момент озвучили, то, что как найти своего, тут, да, у нас тоже очень много дебатов бывает, да, вот Наталья Николаевна говорит про высшее образование, да, действительно, у каждого специалиста должно быть, да, академическое, да, ну и при этом мы сами добавляем и в нашу команду отбираем только специалистов, которые минимум 5 лет проработали в бюджете. То есть имеет опыт сопровождения и имеет какое-то вот представление, самое главное, да, о том, что вот как я могу работать с тем или иным вопросом и какой эффект я создаю. Да? То есть это самокритика какая-то должна быть. Ну и на самом деле нужно вообще до людей донести то, что уж извините, пожалуйста, ну может даже и диплом запросить, да, у человека, к которому они обращаются практически за психологической помощью. Это то же самое. Это уместно. Да. Уместно будет попросить, да? Да, конечно. Вот. Это очень даже уместно. Телезрители и радиослушатели будет уместно запросить у них дипломы. Так и делают. Так и делают. Часто и не стоит обращаться и писать ко всем там, кто выплывает в интересных, да, в соцсетях. Так. И вообще, какими качествами, по вашему мнению, должен обладать вот человек в вашей профессии, потому что, мне кажется, в первую очередь впереди планеты всей должна быть стрессоустойчивость. Это каждого выслушать. Да. Ну и как и в любой профессии, конечно же, всегда начинается с ответственности, стрессоустойчивость, эмпатийность. Это, наверное, самые важные 3 навыка, наверное, да. Ну и остальное, Оксана, как тебе? Например. Ну, я всегда тоже изнутри смотрю. Да, как-то вот, если изнутри смотреть, то вообще в одиночку в нашей сфере работать очень трудно. Ты можешь быстрее выгореть, ты можешь как-то, в неадекватные стороны уйти в себя какую-то, да. Тут потому что все мы люди. У вас тоже такое было. И потому как, извиняюсь, работа в команде, она хороша тем, что мы можем обратиться к своему коллеги, да, получается, по каким-нибудь вопросам, тревожащим нас. И получается, и наблюдатель, да, когда мы уже какие-то не очень здоровые реакции уже создаем, тогда наш коллега говорит, возможно, ты уже уставшая. Да, понимаете? То есть мы уже за реакцией наблюдаем друг друга и можем уже как-то обезопасить вот этот момент. Потому для нас очень первостепенно важна работа в команде. Ну, тут, наверное, тоже все индивидуально в какой-то срок. Конечно. То есть у нас тоже... Все мы люди. Все мы люди, да. Мы тоже боимся. У нас тоже бывают страхи, тревоги, и неуверенности в каких-то вопросах, в каких-то моментах. Мы тоже иногда бываем недостаточно в ресурсном состоянии, скажем так. Психологи? Да. И получается, мы же тоже люди, да, проживаем жизнь, и получается, клиент тоже может пробудить наши свои страхи, какие-то вот тревожные моменты. То есть это внутренность науки, так скажем, нашей практики. А я думала, психологи такие уже все отработанные со всеми закрытыми этими гельштатами и всеми остальными. Это самый главный миф, что психолог — это человек, который вообще, не знаю, как камень, как кремень, как сталь. Или супермен какой-то, да? Вот супермен, да, супервумен. Так и требует от нас и в жизни, и в профессии, как будто мы должны быть всегда в ресурсе. И реагировать как-то всегда как-то вот подобающе, как психолог. Ну тут мы сегодня решили скрыть все секреты. Да, все тайны, да. Мы всегда открываем. Мы за искренность всегда не строим как-то какие-то вот, не знаю, иллюзии, то, что истина. Да, и это есть, да, пропаганда, так скажем. У нас тоже есть свои скелеты в своих шкафах. У
каждого. С которыми вы еще тоже не разобрались. Да, а до вы конца не представляете, разобрались. как к нам, да, со своими, вот, допустим, там, гельштальтами, травмами, ну, обычным людям прийти, вот, допустим, к вам за помощью. И вы, выслушав вот эти вот тысячи, сотни человеческих историй из жизни, да, там кто-то хочет пойти, вы им помогли, все, они такие веселые после 3-4 там приемов уходят, такие разгрузившиеся, со своими закрытыми, опять же, повторюсь, гельштальтами, а вы остаетесь. Вы остаетесь все равно с этой историей, да? И вы представляете, вот эти все истории накапливаются. А что вас потом радует в жизни? Вы имеете в виду... Как вы разгружаетесь, да, как вы через себя клиентов. переносите вот это вот. Но это приходит, конечно, с годами, с практикой, с опытом. Это то же самое, что вот медик, например, снимает халат, допустим, вставляет на работе и уходит домой в роли там, мамы, жены, там, ну и остальное, да. Но у нас то же самое, это надо руку набить на это. Ну, это тоже та же привычка, да. Оставляй все на работе. Все, что происходило на работе, это рабочее. Остается на работе. Психолог — это профессия же, это работа, это имеет свои конкретно, да, и функционалы, и обязанности, и все такое. Есть регламент, есть какая-то структура, и все это рабочие моменты, скажем, которые не касаются нашей личной жизни, нашей личности, скажем так. Вот, Антонина Николаевна, вот сейчас вопрос я задам. По каким больше случаям обращаются именно к вам? Так как вы у нас являетесь и семейным психологом, и кризисным психологом. Ну, по-разному. Наверное, сложно выделить конкретно по этим вопросам, очень много, да? По-разному. По-разному бывает, да. В каких-то периодах бывает какая-то актуальная, ну, например, когда вот какие-то социальные, какие-то там экономические, в жизни происходят изменения, скажем, да, тот же ковид, например, который влияет на нас всех. Да, вот там, наверное, больше обращались по вопросам состояния. А в каких-то моментах становится больше вопросов по отношениям. Каждый раз по-разному. Это зависит от многих факторов. От социальных, экономических, политических, и все, что происходит в нашей жизни, все это влияет на нас. На наше состояние и наши отношения и с собой, и с близкими, и с другими. Со всем миром. Оксана Петровна, к вам. Вы семейный психолог. И вообще я хотелось бы тут поболее подробнее. Мужчины обычно же, я скажу так, не ходят, они к врачам не ходят, я уж скажем так. И к психологу. Мужчина моей мечты не пойдет к психологу, скажет, типа, да. А вот сейчас какая тенденция вообще по этим визитам со стороны семейной пары, чтобы уже и муж, и супруга подошла вместе? Ну да, тут можно, да, озвучить, что да, мужчина как-то, может быть, первый момент, когда идут к психологу, они идут из-под палки. Но не все, сразу скажу. Сейчас тенденция тоже поменялась. 5 года назад действительно, когда мы тоже в бюджете работали, там в основном папы шли по запросу своих детей, грубо говоря, да, как воспитать своего ребенка, как сохранить или там гармонизировать свою семью, да, то сейчас совсем иная картина. Тут уже и успешность подключается, и как бы отношения, тут и как бы отношения с самим собой тоже всплывают. То есть они уже начинают, не только, скажу, что мужчины, да, вообще, да, сейчас люди уже стали как-то по-другому относиться к своему здоровью, да, ментальному, и уже замечают, что проблема в большинстве своем, оказывается, кроется в моих поведенческих реакциях, моих каких-то состояниях или каких-нибудь убеждениях, которые уже закоренились в моем. И потому, да, сейчас очень интересно работать с парами, очень интересно работать с мужчинами, и отмечу то, что мужчины уходят в более продолжительный период, для них очень важно. Да, если женщина не имеет
саморефлексировать хорошо, то есть общаться с собой, да, как-то вот себя подбадривать, мотивировать по природе, как-то они более эмпатийны, то мужчинам как бы с помощью нас они учатся, да, психологов имею в виду, как этим инструментом, как вот мотивировать себя, как себе снижать самокритику вот в этом плане, потому они увидят эффект в своей жизни и приходят. И уже постоянные такие. Ну, нет, постоянно, конечно, к нам это я громко сказала. Но по другим вопросам они тоже уже обращаются. То есть кредит доверия мы уже завоевываем, потому они с удовольствием своих детей приводят, своих подростков, своих жен бывает даже. Друзей, да. И все они с вопросами, наверное, да? С различными, но преобладает, наверное, скорее всего, сейчас уже как саморазвитие. Да, сейчас очень модно. Это становится нормой культуры, культура здоровья, забота о себе, и все, что касается качества жизни, вот эти вопросы, да, мужчин, волнуют. Очень даже стали волновать, скажем так, да. Ну, это только радует. Значит, они уже, вот понимают, что нужно будет в любом случае. Ну, почему-то как-то все равно как-то скептически относятся, да, мужской пол? Ну, и женский пол тоже. Да. Но, тем не менее, статистика-то в целом показывает, что в любом случае обращение к психологам с каждым годом растет и растет. Вы, Оксана Петровна, сказали по поводу ментального здоровья. Я скажу, что лет 15 назад, Антонина Николаевна. Далеко, это 15. Я вообще не понимала, что такое ментальное здоровье. Ну да. Когда оно, вот это вот ментальное здоровье появилось, и оно появилось, так скажем, да, по вашей линии, я так понимаю, да, по линии психологов. Даже 5 лет назад про ментальное здоровье говорили там пара человек, скажем так, да? Что-то я замахнулась, да? Да. Даже 5 лет назад. Да, вот и с каждым годом популяризации именно практической психологии, то есть психология как теория, она больше сейчас, радует, что фокус идет на прикладную ее часть, больше на практическую психологию. То есть как в жизни можно использовать вот эту самую теорию, закономерности, какие-то правила, скажем так, да, повседневно в своей жизни. Вот это становится очень интересным для всех нас. Вот это вот про ментальное здоровье? Да, и мы про ментальное здоровье, это вот как раз вопрос качества жизни. Это вопрос качества жизни. И я так понимаю, что, скорее всего, вот это вот ментальное здоровье, опять же, да, очень сильно зависит от наших мыслей. Да, от наших мыслей, от наших эмоций, от наших чувств, да, от наших позиций, привычек и так далее. От наших установок, которых мы даже не замечаем, автоматически что-то делаем, вот так мыслим, как будто так и надо, да, как будто так и должно быть. А вот эти установки, это про что? Это, наверное, скорее всего, про наше детство, да? Да. Про какую-то там родственническую линию, связь родни, там, рода и всего остального, что сейчас очень модно. В том числе и это, да. На установки, наши убеждения, на наше мировоззрение, на наши ценности влияет очень много. А там есть и генетика, биология, среда, где мы живем, да, и то есть очень много причин на нашу установку, убеждения, правила жизни и так далее. И психолог... Ой, извини. Оксана добавит сейчас. Ну и установка — это же работа мозга прежде всего. Это же механизм. То есть мы же автоматизированы, грубо говоря. Мозг-то не будет каждый раз одно действие по-разному реагировать. То есть если мы уже прошли какой-то опыт, у нас уже определенная установка есть, да, и мы как-то реагируем. Как рефлексия. И установка, она помогает нам автоматизироваться. То есть получается, мы реагируем так, как привычно. Как привычно, каждый раз однотипно. Мозг такая ленивая штука, скажем так, да, то есть... Я согласна. И не только мозг. Не только даже ленивая, да. Мозгу более удобно ходить по протоптанной дороге, скажем так. Вот у нас есть такая привычка, такая установочка, такие правила, и это безопасно. За этим стоит всегда безопасность. А безопасность у нас — это самая базовая наша потребность, биологическая потребность.
Это получается, что сейчас вот все, что я делаю, это вот установка. Мой мозг, опять же, да, это принимает, это понимает, и что-то извне, если у меня начинает, извините меня, коробить, это все начинается проблема моей установки. Вот об этом мы поговорим после рекламы, буквально на 4 минуты сейчас отойдем на рекламу и продолжим нашу беседу. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы продолжаем нашу беседу с нашими целителями душ, с Петуховой Оксаной Петровной и Андросовой Антониной Николаевной. Сейчас, Антонина Николаевна, у меня вопрос к вам. Расскажите мне, пожалуйста, про свое детище. Психологический центр «Псисфера». Ага. С радостью. Куда, кому, когда обращаться, как вас найти? Наш центр «Псисфера» открылась года 3 назад. Открыла свои двери 1 октября. Какого года? 21, по-моему. 21. 3 года назад, это 21-го, да? Мы работаем 4-й год. Находимся на 203-м микрорайоне. И у нас, значит, собралась команда, в первую очередь, единомышленников, и в вторую очередь, не в вторую очередь, единомышленников и коллег. Мы работали в одной и той же сфере в разное время, достаточно долгое время. И вот мы решили начинать что-то новое в другом пространстве. Ну и время диктует. Да, и время диктует, да. Как-то быть причастными вот этой всей психологизации, скажем так, всего мира, популяризации практической психологии в первую очередь, потому что с нами работают коллеги, которые стояли у истоков в начале зарождения практической психологии службы образования. Лена Егоровна Павлова, Елена Никитична Семенова, например, да, люди, которые открывали мир практической психологии именно в системе образования. Это в начале 2000-х годов. У истоков. У истоков, когда зарождалась именно система, на уровне практики, практической психологии. И сейчас вас сколько человек? У нас сейчас человек 8, эта цифра колеблется. 8, 10, так, плюс-минус, а кто-то уходит, кто-то приходит, по разным причинам. У кого семейные обстоятельства, у кого учеба, у кого это, жизненные обстоятельства вынуждают нас менять иногда, траектории жизненные, скажем. На то она и жизнь. На то она и жизнь, да. Все течет, все меняется, как говорят говорили древние философы. Наши. Да, так и есть. Но каждый специалист не только получает что-то, он дает взамен тоже. У нас есть такой достаточно хороший такой баланс, а кто-то оставляет что-то, лучшее, хорошее, скажем так, свой опыт, и с тем уходит с тем же тоже с добрым, с полезным, обогащенным своим, опытом жизни. Любой случай. Да. Тоже. А вот в Якутии мужчины-психологи есть? Очень хороший вопрос. Есть у нас мужчины-психологи, Оксана Петровна? Есть, но их очень мало, видимо. Постоянно у нас тоже спрашивают, есть ли у вас мужчина? Рада бы предложить мужчину, так скажем, но увы, да, у нас мало специалистов. В свой строй вы, наверное, точно ждете себе мужчину-психолога. Очень. Это очень актуальный вопрос для нас. И вообще, если мужчины-психологи, которых мы знаем, вообще в целом, не только в республике, но и в России у нас, они очень классные психологи. Они такие профи, скажем так, и... Не говорите громко сейчас. Да. Действительно, вы настоящие профи. И в любом случае, опять же, мужчине пойти и рассказать, и поделиться с чем-то, мне кажется, будет даже чуть проще. Да. Потому и, наверное, у нас спрашивают часто про это. Что хотим мужчину. Но мы надеемся на лучшее. Да. Всю жизнь мы надеемся. Ждем. Всегда ждем
в наши ряды мужчин-коллег. Надо будет как-нибудь прошерстить, да, вот эти вот учебные заведения, которые заканчивают вот, мальчики-психологи, ну, мужчины-психологи уже, да, и пригласить их на работу, допустим. Это типа совет я сейчас дала, да, психологам. Да, спасибо. Надо иметь в виду. И вот в целом вообще сейчас, как мне тоже кажется, да, ну и не только мне, но и многим, профессия психолога важна. Это показывает статистика. Вы сами по ощущениям как? Вы уже в этой профессии, Антонина Николаевна, 20 лет. Оксана Петровна? Мне 14 лет. 14 лет. И вот как вы анализируете, наверное, все равно внутри себя и видите картину в целом. Сейчас она какова? Давай я отвечу на этот вопрос. Давай. Про востребованность. Когда я вот выбирала профессию, получается, это ровно 14 лет назад, мне мои преподаватели говорили, учителя, давай на финансиста у психолога же зарплата такая, там столами расплачивается, стулья дают, давай туда не ходи. Я как-то не знаю, почему я почему-то выбрала именно профессию психолога, отучилась, и в 2010 году я закончила, получается, и сразу в тот период уже вот активно же, как в 2005 году Лена Егоровна, там, Павлова, Антонина Николаевна и так далее, все начали уже движение, да, во всех школах уже были психологи. Когда я заканчивала институт, уже во всех школах были психологи, и работы было много. Ну, конечно, зарплата была, возможно, не очень, но работа была интересная. Для молодых-то, конечно, была интересная. А потом сейчас уже, вот, да, за 14 год я уже 4 года в частной практике. И это уже говорит о том, что востребована профессия, да, как бы люди хотят к этому идти, люди хотят, признают эффективность и обращаются. То есть это уже говорит о том, что психология, она уже шагнула в разы за историю моего практического опыта, так скажем. Да, это очень хорошо иллюстрирует то, что востребованность с каждым годом растет и растет. И сейчас мы же работаем, и сейчас мы же работаем не только с личностью, мы же работаем и с группой, нас организации приглашают, с министерствами сотрудничаем, с муниципалами, да, вот. То, что вот наша пси-сфера команда, она тоже является такой востребованной, так скажем. Отлично. Если про команду говорить. Да. А с вашего уже такого вот основательного опыта лет 20 назад какова картина была? Там вот как раз по поводу практической психологии. Вообще никто, нельзя сказать, что никто. Вот такого опыта в 20 лет назад точно не было, чтобы люди приходили, оплачивали деньги и, в общем-то, посещали психологов. Такого точно не было. Были психологи конкретно на бюджете. Были в конкретных сферах, да, в медицине, в образовании, в социальной сфере. В МВД, например, тоже, да, были свои психологи. Служба МЧС, например, тоже были психологи-кризисники. Ну да, у них в такой службе, в таких структурах обязательно нужно было. Вот как-то так. Но сейчас вот эти вот частные случаи, частная практика вообще очень отлично работает. Да. Рынок востребован, надо сказать. Но это я за вас только рада. Спасибо. Мы тоже очень рады. А вот вы, когда, допустим, во время приемов, во время своей работы, бывает ли так, что к вам приходит клиент, и который вот бесполезно не хочет открываться, потому что беги, сахалар, да, тоже опять же, да, мы же как-то очень... Закрыты. Да, закрыты, мы скрыты, мы не делимся там своими внутренними переживаниями. Как вы работаете с такими клиентами? Но, тем не менее, которые пришли к вам за помощью. Каждый работает по мере своей готовности. Совсем не готовых практически не приходит, можно так сказать. Так как мы администратора нашего тоже обучаем, то есть бывает так, что действительно родители обращаются, родственники, подруги обращаются, да, и хотят записать своего близкого человека. И мы, конечно, их спрашиваем, готов ли сам человек поработать психологом. И они отвечают так. Мы тогда им рекомендуем как-то так-то, допустим, вот скажите ему так. Допустим, дети, подростки, они... Чисто вот одна из кейсов, да, так скажем, дети боятся вот то, что вот психолог их наругает, как мама, да, или же как учитель тоже, да, и потому мы родителям говорим, объясните ему, да, то, что вот есть
врачи, которые помогают маме лечить ребенка. Есть педагоги, которые помогают обучать ребенка. Есть специалисты-психологи, которые помогают понять маме, как общаться с ребенком. Ну, грубо говоря, да, и это тоже очень хорошо работает. То есть мы изначально уже стараемся, так сказать, до прихода такого клиента, который не подготовлен, чтобы человек уже сам как-то был мотивирован. Но все равно говорим, если это взрослый человек, да, на периоде бывает, вы согласны, если 3-5 встреч, это будет сугубо только мотивационная встреча. Если вы согласны, мы готовы с вами работать. То есть мы реальную картину пытаемся описать, и если люди готовы, то они подписывают этот контракт работать с психологом, так скажем. Вот как лично, да, это можно будет индивидуально с каждым ребенком отработать, пока не поздно, да, допустим, то же самое. Это не то, что как у нас, как я в конце 80-х, в начале 90-х, мы даже не знали, кто такой психолог, ну и росли во дворе, да. Отлично, просто вообще вот эти вот практики, мне кажется, они очень много. Действительно, вы целители душ, да, получается? Вы же практически каждый все и в семье вот эта вот атмосфера нормализуется, если начинают родители с детьми общий язык находить, если муж с женой начинает общий язык со своей женой после там скольки-то лет брака. Ну, это же, опять же, это все про жизнь. Ну, это я поняла, психологи это все про жизнь. Да, так и есть, про жизнь, да. Ну, спасибо за честность, то, что вы поделились тем, что у вас тоже есть свои скелеты в шкафу. Потому что... То есть мы помогаем понимать другому человеку, и в то же время учимся понимать сами тоже параллельно. Ну и показать человеку, что все мы люди. Все мы люди, да. Психолог никогда не стоит на месте. И психология очень быстро развивается. Сейчас она даже как не отдельная наука, ну, есть такая тенденция, говорят и пишут, но мы следим, просто обозреваем, мы не теоретики, мы не ведем научные исследования, но мы обозреватели, скажем так, да, всех последних событий, всех последних исследований, скажем так, да, постоянно следим, мониторим, читаем, учимся, и, как показывает вот последние, какие тенденции выходят, да, психология, она становится какой-то междисциплинарной наукой больше, потому что сейчас в тренде биологические науки, нейронауки, да, физиология, и поэтому, ну и пусть даже там социальная наука тоже вперемешку идет, потому что есть социальная психология тоже, да, поэтому психология, она становится такой междисциплинарной наукой. Именно со своими этими направлениями, да. так уже, со своими направлениями. Медицинская психология, допустим, социальная психология, которая изучает совершенно разные друг от друга вещи, скажем так, да. Но в тренде, да, биология, все нейронауки, физиология, генетика, в научном плане они лидируют сейчас, да, как все мы знаем. Ну и вкупе вот где-то там психология, ну не где-то там, вместе с ними идет психология, вместе с ними, скажем так. Ну это опять же пришло со временем же, да, спустя вот эти вот долгие годы, что нужно будет вот тут разделять все-таки психологию, да? Вот, поэтому вот самое сложное вот именно вот разделение, ну дифференциация, как говорят ученые, да. И поэтому сейчас есть научная психология, есть популярная психология. Или просто поп-психология, или житейская психология. Ну, житейская как-то более понятна, а популярная психология? Ну да, житейская психология такая, да. Про жизнь. Да, про жизнь. А научная психология? Границу между ними ставить сейчас сложненько, потому что, все учат, как жить. Правильно? Ой, все психологи, да. Сейчас психологов стало очень много, да. психологов, коучей, менторов, наставников, и тут очень сложно различать, кто есть кто, да. Ага, и помогут ли они? Мне кажется, навряд ли они смогут помочь, потому что... нельзя сказать, что они все не могут помочь, да, почему бы и нет. Ой, какая вы такая молодец, вообще, да, ничего, ни слова такого негативного. Если кому-то надо сейчас идти к другому, не к психологу, человеку, который, тоже помогает. Или импонирует по жизненным каким-то своим ценностям, да? Ценностям, мировоззрение совпадает, да, или
ну, как-то вот на одном поле, скажем так и сейчас говорят. Ну, Бога ради. Главное, чтобы человек человеку в тот момент, да, помог. Это же важнее, да. Иногда даже бывает, что не суть важно, как, скажем так, по теории или не по теории. Ну вот сказали, иногда даже просто надо, чтобы психолог выслушал, да? Потому что не всем же расскажешь. Психолог, чтобы выслушал, потому что знаешь конкретно, что у них тоже есть клятва не разглашать. Да. А не то, что там поговорила я еще там со своей приятельницей, приятельница пошла другой приятельнице, рассказала, ну и все, и завертелось, закрутилось. А есть же люди, которые даже не умеют разделять, допустим, психолога от психотерапевта. Допустим, лет 10-20 назад я бы точно вас не... Ну и сейчас сложности. Психиатр, психотерапевт, психолог, там, коуч. Ну да, есть сложно отличать одного от другого, скажем так. И сейчас это продолжается. Продолжается все-таки, да? Потому что как будто иногда получается так, что мы говорим о одном и том же, но маленько на разных языках. Ну, психиатр, наверное, скорее всего, это о голове. Не, психиатрия — это медицина. Это точно, это конкретно. Да. Вот надо пояснить, психиатрия — это медицина. Это медицина, ага. Ну, а мы не врачи, мы не лечим. У нас нету медикаментов, мы не выписываем рецепты, да, мы назначения не делаем. А вообще у вас, у самих в жизни, что вообще изменилось после того, вот, как вы выбрали эту профессию, как начали практиковать? Мне столько, мне так это интересно. Все как у людей. Да. А давайте об этом поговорим. Очень большие изменения, скорее всего, так как наша профессия очень сильно трансформирует. Мы меняемся, даже близкие наши говорят про это. Замечают. Да, замечают. Как, если бы ты, возможно, не была психологом, ты, наверное, бы вот так не думала. По-другому реагировали, да, на те или иные вещи. Ты уже как-то по-другому на все смотришь. То есть у нас картина мира, конечно, меняется слишком быстро, видимо, иногда. Но это и есть, наверное, наш выбор, да, за то, что мы выбрали эту профессию. За каждым же выбором стоит какая-то награда, так скажем. Можно назвать это, наверное, наградой тоже. И самое, наверное, то, что в нашей профессии нас притягивает, заставляет нас оставаться в этой профессии, это интерес. Интересно. Интерес — это тоже наша базовая потребность. Любопытство, любознательность, в хорошем смысле слова, да, что-то потому что каждый день ты познаешь что-то другое, что-то новое для себя открываешь. И каждый человек для вас в любом случае уже и личность, и книга, что-то новое, и еще и он вам что-то новое может преподнести. Я от всей души и от всего нашего коллектива поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днем психолога. Вы нам очень нужны. Спасибо не только большое. Нам, но и всем людям, всей планете, да, потому что психологи — это действительно целители душ, которые помогают нам в очень тяжелых там каких-то кризисных ситуациях. Дай бог, чтобы их было у нас поменьше. Просто прийти и поговорить с вами, допустим, да? Спасибо большое, до свидания. Спасибо. Уважаемые телезрители, спасибо, что вы пришли. Уважаемые телезрители, радиослушатели, до новых встреч!